Легкое недомогание, ломота в суставах, першение в горле и температура – признаки острой вирусной инфекции, в том числе и COVID-19. Вирус ослаб и не настолько летален, как 5 лет назад, но все еще достаточно активен. Тем более сейчас, когда население Абхазии существенно увеличилось за счет туристов, а многочисленные массовые мероприятия способствуют передаче инфекции. Подъем заболеваемости ковидом у нас начался в этом году примерно с 13.07. И постепенно он идет наверх. Это можно объяснить тем, что, во-первых, у нас увеличилось количество населения в летний период, как всегда, за счет отдыхающих. Нужно ехать в отпуск, если есть недомогание или небольшая температура. Значит, они игнорируют эту симптоматику, поскольку билеты уже куплены, там, отель зарезервирован и так далее. И то же самое делают наши граждане. В летний период много работы, летний день год кормит, да? И, соответственно, с симптомами простуды они спокойно выходят на работу, общаются и так далее. По словам врачей, сегодня в мире курсируют 3 штамма вируса COVID-19. Все они достаточно легкие и не способны причинить существенного вреда здоровому организму. На данный момент в нашей лаборатории мы не исследуем на типы штаммов, но они общеизвестны. Это Nimbus, Stratus, XEC. То есть врачи романтичные, поэтому называют каждый раз какими-то невидимыми, такими необычными названиями. У молодых и здоровых людей COVID-19 может протекать бессимптомно или вызвать незначительное ухудшение самочувствия. Но у тех, кто имеет сопутствующие заболевания, особенно сосудистые, инфекция может привести к тяжелым последствиям. Особо бдительные – это беременные, которые боятся ковида, конечно. Они всегда с нами на связи, с нами или с лечащим акушером-гинекологом. Но, к счастью, это все протекает легко. У нас был один пациент постковидный, крайне тяжелый, с тяжелейшей субтотальной пневмонией, но недавно был выписан. У него уровень додимера был больше 10 тысяч. На выписке уже был 900, то есть пациент был крайне тяжелый, был не такой коморбидный, мы не ожидали такое течение у него, но оно имело место быть, и, к счастью, этот пациент выздоровел. И, к счастью, таких пациентов встречается мало, но они бывают. Чтобы не заболеть и не принести заразу в дом, врачи призывают соблюдать элементарные меры безопасности. Мытье рук и социальная дистанция – самые эффективные из них. Да, ковид начал протекать легче, но отсюда высокая заразность его никуда не делась. И меры профилактики все те же. Это не контактировать с больными, это соблюдать социальную дистанцию. Если заболел, стараться не заражать окружающих. В настоящий момент тяжелых пациентов с диагнозом COVID-19 в больницах Абхазии нет. Все медучреждения обеспечены достаточным количеством тестов для определения инфекции. Специфического лечения COVID-19 нет, но важно отслеживать показатели свертываемости крови и лечиться симптоматически под наблюдением врача. Марианна Котова, Инна Лагухава, Абаза ТВ.